Иргоз Акижанович. Вот. Ого. Что нашли? Это хороший сосуд. Ну, пустой, к сожалению. Яссы-Куль-Тобе – величайший и священный город своей эпохи, один из важнейших пунктов на Великом Шелковом пути. Мы в одном месте видим 2000-летнюю историю. Газеты, журналы, телевидение и интернет-издания – все в Казахстане и за пределами заговорили об этом городище. Новый археологический парк, не уступающий мировым. Археологи обнаружили множество ценных экспонатов. В разных частях городища Куль-Тобе. Сенсационное открытие сделали отечественные археологи в Туркестане. Сейчас ученые и археологи отправляются под землю затерянного города. Исследования открывают удивительные тайны. Здесь же уже сейчас, на сегодняшний день, подобраны ключики к многим загадкам истории. Именно здесь сохранилась одна из первых крепостей, построенных на территории Казахстана и Ближнего Востока. Было военизированное общество, которое хотело охранять, оберегать то, что заключалось внутри. Единственный способ разгадать вековые тайны этого городища с помощью компьютерных технологий – собрать все по камешку. Эти великолепные постройки, оборонительные сооружения, алтари, бани, дворцы и храмы поведают нам об удивительных событиях, произошедших здесь много сотен лет назад. С древнейших времен территория Туркестана была центром евразийского пространства. Как доказательство, многочисленные археологические находки, роскошные артефакты, найденные древние городища, которые испокон веков стояли на местах пересечения Великого Шелкового пути. Одним из таких городов был Куль-Тобе, чья история насчитывает тысячелетия. Археологи ждали десятки лет, чтобы изучить уникальный памятник архитектуры, быт и предметы повседневной жизни горожан древнего города, скрытые под многовековой пылью. Открытие городища Куль-Тобе в 1973 году и начавшиеся в 2019 году его масштабные раскопки не просто научная удача, но и уникальный и редкий шанс заглянуть в свое прошлое. Мы стоим на территории древнего некрополя Яссы-Куль-Тобе Туркестанской области. Здесь сейчас проводятся масштабные археологические раскопки. Название Куль-Тобе распространено в Казахстане. Городища с таким названием встречаются на юге, в Жетысу и других уголках страны. Есть ошибочное мнение, что Куль-Тобе образовано от слова «зала», но на самом деле это древнетюркское слово, которое переводится как «священный», «достопочтенный». А Куль-Оба переводится как «священный мазар». Город появляется во времена Великого Шелкового пути. Это II век до нашей эры. Население в это время Средней Сырдарьи – это кангюйские племена, или, иначе говоря, поздние сарматские племена, в недавнем прошлом бывшие кочевниками. Во многом субстрат городской культуры, оседлой городской культуры здесь составляют
вот именно вот эта волна восточноиранских племен. Первые сведения о конгюйской державе относятся ко второй половине II века до нашей эры, когда разные страны Средней Азии посетил посол империи Хань, китайский путешественник и дипломат Чжан Цянь. Его 13-летнее приключение позволило собрать и привести в Поднебесную богатую информацию по географии и этнографии Центральной Азии, а также живые впечатления о людях, населявших внешние районы, соседствующие с центральной равниной Китая. Император захотел завоевать государство конгюев. Они проходят через земли Кашгарии, Турфана, где китайскому войску кочевники оказывают достойное сопротивление. Тогда китайцы решают договориться о сотрудничестве, чтобы обе стороны получали прибыль, когда через эти земли будет проходить Великий Шелковый путь. Таким образом, появилась северная ветвь Шелкового пути, которая имела несколько ответвлений. Самой популярной трассой была центральная дорога, которая проходила по левому и правому берегу Сырдарьи, а также по северной стороне склона Каратау. Древний город Петра в Иордании, впечатляющие строения народа майя в Паленке в Мексике, древнейший арамейский город Пальмира в Сирии, равно как и Колизей в Риме, Италия. Все эти величественные строения возникли около 2 тысячелетий назад. К этому списку можно отнести и туркестанский Культубе. В непосредственной близости от мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи, построенного по приказу эмира Тимура в XIV веке, словно из песка и пыли поднимается древняя история. Археологические изыскания и научно-исследовательские работы на многослойном архитектурном памятнике, реализуемые Казахским научно-исследовательским институтом культуры совместно с корпоративным фондом Eurasian Resources Group, ERG, уникальны и не имеют аналогов на постсоветском пространстве. Надо отметить, что в Казахстане это сейчас самое значительное и уникальное открытие за последние десятилетия. Научно-исследовательские работы, проводимые нашим институтом на городище Культубе, включают в себя несколько этапов. Первое – это, конечно, научно-исследовательская работа и археологические изыскания. На территории 27 гектаров мы проводим георадарное сканирование, которое позволяет выявить наиболее актуальные и интересные участки, после чего группа археологов, которых мы привлекаем, это ведущие археологи нашей страны, начинают археологические изыскания, то есть занимаются непосредственно раскопками, выявлением древних архитектурных форм. Работа кропотливо проводится досконально, каждый квадратный сантиметр раскапывается вручную. Вот так все начиналось. Трава по колено, груды мусора и отходов. Но стоило копнуть чуть глубже, и услышали археологи голоса тысячелетней истории. Не сразу было определено это место как самое древнее на Туркестане. Мы предварительно провели здесь стратиграфические исследования, проложили шурф глубиной 9 метров. Он вскрыл всю стратиграфию этого Культубе. И тогда мы выяснили, что примерно с середины первого тысячелетия нашей эры здесь имеются культурные слои. То есть самое древнее место на то время это было здесь. Здесь хорошо видно уложенные кирпичи. Ербулат Смагулов, посвятивший всю свою жизнь исследованию памятников Отрарского оазиса, уверен, что новый этап исследований доказал, что формирование городской архитектуры произошло значительно раньше. Комплекс артефактов, монеты, архитектуры в виде мощной цитадели с замком и с крепостными стенами с внутренней застройкой определил настоящий возраст поселения. Как мы сейчас установили, анализируя полученный комплекс материалов, эта цитадель, во всяком случае, вот эти крепостные стены были построены, как мы полагаем, в первом-втором веке до нашей эры. Уточнению хронологии способствуют многочисленные находки, найденные при раскопках древней цитадели.
Метр за метром, сантиметр за сантиметром археологи находили уникальные артефакты. Среди них клад ювелирных украшений, датируемый кангюйской эпохой. Основной набор ювелирных изделий кангюйцев представлен золотыми серьгами, бронзовыми кольцами, золотыми бляшками с зернью и вставками из цветного камня, различными бусами из натуральных камней. Бронзовая монета кушанского царя Хувишки, датируемая серединой II века, относится к империи Великих Кушан, соседствующему к государству Кангюй, владения которой простирались на территории современной Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии. Особое внимание представляют алебастровые идолы в человеческом облике, найденные на полу среди обломков хумов и угля. По мнению ученых, распространение алебастровых идолов в памятниках с хронологическим диапазоном в 1000 лет говорит о длительном почитании божества. Все находки дают достаточно точную хронологическую привязку и доказывают необычайную древность сооружения, который представляет собой целый комплекс строений. Мы в одном месте видим 2000-летнюю историю. И когда археологи это все разобрали, было понятно, насколько здесь была преемственность культуры, традиции и инноваций. Туркестанская культура оказалась уникальна в чем? Потому что она вскрыта полностью и дает представление, как этот объект выглядел в 2000-летнем периоде. Сделанные открытия на Культубе, они позволяют по-иному посмотреть об архитектуре той эпохи, в первую очередь, об культовых сооружениях. Если говорить языком культа, то это культовые объекты, где в основном жили, существовали, поклонялись эти народы в основном огню. Это огнепоклонники. В крестообразном зороастрийском храме сарматско-кангюйского периода древние люди проводили различные ритуалы и обряды, посвященные культу солнца и огня. Основное помещение креста – это длинное узкое святилище, в центре которого находился алтарь с вечным огнем. И каждый год в точно вычисленное время, 21 марта, в день весеннего равноденствия, луч солнца прорывался в узкое отверстие в восточной стене святилища и несколько минут освещал алтарь. Признанный специалист в области истории и культуры древнего Туркестана, археолог Марат Туякбаев, уверен, что этот загадочный храм хранит внутри множество секретов и тайн, и современные исследования постепенно прольют свет на загадки его величественного строения. Это небольшая цитадель. Арабы называют ее Арк. Монголы же именуют Кремле. Так что русский Кремль имеет монгольские корни. В крепостных городах начинается активный рост населения. Появляется региональный правитель. Начинается масштабное строительство. Можно сказать, это первая и единственная крепость, дошедшая до наших дней. И не только в Казахстане, но и на Ближнем Востоке. Построена во II веке до нашей эры. Когда появился город Яссы, его облюбовали поклонники Заратуштры. Скорее всего, поэтому Яссы стал центром зороастризма. Ну, во-первых, крепостные стены. Мощные крепостные стены, которые, как я полагаю, имели в плане такой шестиугольник. Выявили сейчас 3 угла, и они все по 120 градусов. Это застройка внутренняя, рядовыми, так сказать, помещениями. Но, как мы видим, эти помещения использовались для хранения всяких припасов, воды. Часть из них была жилыми помещениями. Ну, а доминантой всей застройки цитадели, ее как бы ядром, был замок. Древний замок, который имел в плане крестовидную форму и постепенно, прирастая новыми пристройками, он приобрел такую форму многоугольника вокруг крестообразного сооружения. И там помещения все длинные, узкие, перекрытые сводами, с лестницами, пандусами, потому что этот замок был, скорее всего, 2, а может быть даже 3-этажным. Яссы-Культубе был настоящим поликультурным центром,
объединяющий множество духовных учений, религий, традиций и обычаев. Этот своеобразный перекресток культур, который всегда привлекал ученых, путешественников, торговцев, ремесленников, которые, в свою очередь, были представителями самых разных этнических сообществ и религиозных конфессий. Буддизм, несторианство, манихейство, зороастризм, иудаизм, ислам. В IV веке здесь появляются манихейцы, соединившие в себе учения буддизма, зороастризма и многие другие религиозные течения. В Яссы они пребывают для торговых отношений. Затем, обосновавшись в городе, построили целый квартал под названием Бахаля и далее уже начали проповедовать свою религию среди населения. В VII-VIII веке сюда приходят несторианские христиане, проповедавшие несторианство вплоть до XI-XII веков. Все эти религии спокойно существовали бок о бок, что говорит о толерантности местного населения. Здесь проживали и иудеи наряду с арабами. До 40-х годов XX века у иудеев здесь были 2 синагоги. Еврейское кладбище и по сей день находится в 200 метрах от ворот Такия. Как одно из доказательств существования общины бухарских евреев на этой территории можно указать на удивительные находки, найденные при раскопках городища. Головные уборы евреев Яхуди, датируемые XVIII – начало XIX веков. Уникальность находки в том, что старинный текстиль крайне редко становится добычей археологов ввиду своей уязвимости перед воздействием времени. По словам ученых, это единственная находка такого рода в Казахстане. В наши дни работа археологов и ученых-реставраторов раскрывает забытые тайны древнего городища, и чем больше мы узнаем, тем более удивительным предстает этот величайший город – очаг евразийской культуры. Мы каждый год сюда приезжаем, год 2 раза. История здесь очень большая. Мы смотрим, видим и руками ощущаясь вот этой стены, что здесь было, как она была и так далее. У казахов есть такая поговорка: пока духи предков не удовлетворены, живые потомки не будут в благоденствии. Поэтому мы сюда приезжаем 2 раза в год, чтобы помолиться за предков. Хоть мы не застали их живыми, но они остались в наших сердцах. Здесь читаем молитвы, поклоняемся Аллаху, приносим во имя предков жертвоприношения. Спасибо тем, кто вот это все восстанавливает, чтобы так и осталось у нас. Предки нам оставили, нам надо теперь внукам, правнукам оставить. Проводимая Институтом культуры миссия очень важна для науки. Она сконцентрирована не только, чтобы создать здесь археологический парк, который бы стал интересен широкой массе туристов, но прежде всего тем, чтобы показать историю всего города, неотъемлемой частью которого является мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи. В связи с тем, что Культубе находится в буферной зоне памятника всемирного наследия мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи, у нас нет права на ошибку. И в своей деятельности мы руководствуемся конвенциям и различным международным документам, в первую очередь по стандартам ЮНЕСКО. Мы привлекли консультации экспертов ИКОМОС и ЮНЕСКО, которые консультируют нас в наших работах. И все работы, проводимые институтом, ведутся под строгим техническим и авторским надзором. Если в 2019 году, в начале этого года, мы неоднократно посещали Туркестан, то уже в разгар пандемии мы осуществляли анализ производимых работ в онлайн-формате. Руководству проекта удалось собрать в одну команду лучших специалистов как мирового, так и местного уровней. В этом проекте соблюдается один из важнейших принципов ЮНЕСКО – целостность памятника. Так, на городище Культубе сохранены культурные слои на всех этапах эволюции этого важного религиозного, культурного, экономического и административного регионального центра не только казахстанского региона, но и всего тюркского мира.
утверждению археологов, нигде в Казахстане нет аналогичных по возрасту, а главное – сохранности древних построек. Каждый найденный археологами объект – это целая эпоха, демонстрирующая многоликую историю Великой Степи. Теперь можно проследить, как сменялись народы, этносы, культуры, религии. Культубе, который считается прародителем древнего Туркестана, столицы казахского ханства и одновременно сакрального центра всей тюркской ойкумены, сейчас ведет отсчет новой истории. Археология такая очень тонкая вещь. С одной стороны, нужно трудиться много, чтобы достигнуть чего-то малого. С другой стороны, мы понимаем, что это малое, оно стоит зачастую многого, просто серьезных вещей, которые мы привыкли именовать национальной идеей. Мы привыкли говорить о том, что государство зиждется зачастую на той истории, которую мы не знаем. А ведь история Казахстана — это зачастую история, не подкрепленная письменными источниками. Поэтому археология дает зачастую ответы на такие вопросы, которые мы даже не можем сами себе на определенном этапе развития задать. Здесь же уже сейчас, на сегодняшний день, подобраны ключики к многим загадкам истории, в том числе и к вопросам возраста Туркестана, вопросам развития самого города. По распоряжению первого туркестанского губернатора фон Кауфмана в 60-е годы XIX века был создан знаменитый среди востоковедов туркестанский альбом – единственное визуальное доказательство существования архитектурных сооружений древнего Туркестана. Здесь зафиксированы сооружения, расположенные рядом с мавзолеем Ходжа Ахмеда Ясави, которые как раз и локализируются на месте сегодняшних раскопок города Культубе. Более 1200 фотографий, описывающих облик и быт населяющих край народов, ландшафты, виды городов и сел и прочие бесценные материалы хранятся в библиотеке Конгресса США. Каждый город, древний город особенно, имеет свою архитектурные особенности. Направление строительства здесь, центральной частью, куда было все направлено внимание, был мавзолей, который был уже построен еще по приказу Тимура. На этой фотографии 1964 года мы выбрали несколько объектов. Вот на этом объекте, этот объект, на котором мы сейчас находимся. Мы его идентифицируем как общественное сооружение. Предположительно, это была мечеть. Аналогичные мечети находятся вот в 30 километрах от Туркестана, в поселке Карнак. В поздний период он был перестроен и имел плоскую крышу, а первоначально при планировке его мы по базам колонн знаем, что она первоначально была купольным. При раскопках этого объекта мы эти базы колонн обнаружили. Вот они находятся вот здесь. 4 колонны. Вот они. Первая колонна, вторая колонна, третья колонна и четвертая. Это была уже несущая стена этого сооружения. Вот мы ее идентифицировали по этой фотографии и по этой базе колонн. Культубе уникально в первую очередь тем, что это первый объект, который полностью исследован. Археологи в своей работе на городище внедрили новые инновационные технологии, чтобы помочь в изучении многовековой истории. Ушли в прошлое взоры невооруженным глазом и рытье случайных участков. Фотограмметрия, геосканирование, 3D-моделирование и технология виртуальной реальности, которая превращает пыльные руины в живые, дышащие жизнью картинки тысячелетней давности. Вот так в своей кинокартине «Безбородый обманщик» Шакен Айманов показал древний Туркестан. Мавзолей, улицы города, базарная площадь и караван-сарай, где путники, остановившись, могли получить кров и защиту себе и своего товара.
Тут у меня конь. Присмотри-ка за ним, а я пока схожу на ярмарку. А где он? Да вот. Как? Ты доверяешь мне такого скакуна? Доверяю. А вдруг я... А мы оба бедняки, не станешь ты меня обманывать. Вот все, что есть. Археолог Айсулу Ержегитова более 20 лет занимается изучением городища и считает, что найденные под землей развалины и есть не что иное, как постоялый двор для путников. В этом году мы работали на 4 объектах, и одним из интересных исторических объектов города Туркестан является такое развалины этого грандиозного сооружения, который расположены у южных ворот древнего города Туркестан. По нашему предположению, караван-сарай. Строились придорожные гостиницы на главных торговых путях приблизительно с промежутком в 30 километров. Именно такой путь преодолевает караван за один день. Караван-сараи по-прежнему остаются важной архитектурной частью исторического центра городов и составляют важную часть наследия, общего для большинства стран, через которые проходили торговые пути. Далее мы проходим по айванной части и проходим в одно из интересных помещений, которое имеет 2 прохода. Это помещение очень хорошей сохранности. Высота стен достигает более 1 метра. Расположено оно в углу здания. Стены помещения были покрыты красной краской охрой. Вскрытые в ходе раскопок напластования свидетельствуют о функционировании караван-сарая в 2 хронологических горизонтах. Верхний относится ко времени XVIII-XIX века, нижний – к XVI-XVIII. Свидетельство тому – форма обнаруженных в ходе раскопок горловин и ручек керамических сосудов, прочерченный и штампованный узор, фрагменты поливной керамики с цветовой гаммой росписи и изысканный кузнецовский фарфор. На сегодняшний день нами завершены основные раскопочные работы, и мы готовим объект к реставрационным и консервационным работам. Надеемся, что это уникальное сооружение займет одно из основных объектов в археологическом парке городище Культубе. Каждый день археологи начинают свое путешествие из мира живых в мир мертвых. Найти целое, прекрасно сохранившееся, нетронутое захоронение – это невероятно. Несколько столетий под землей. Внутри этого культового помещения на уровне пола находится захоронение. По аналогиям с другими памятниками Средней Азии, данный объект был интерпретирован как ханака, где были захоронены важные представители одного из суфийских орденов. В центре самого помещения находятся 2 колонны округлой формы, также сложенные из сырцового кирпича, положены на глиняный раствор. На полу вдоль восточной, южной, западной и северной стенок расположены погребенные, лежащие на спине, головой ориентированы на север. Сам погребальный обряд не совсем характерный для ислама, потому что в исламе погребенный всегда ориентирован на запад, лицом на юг. Но здесь отклонение ориентировки, получается, на север связано с тем, что с северной стороны находится сам мавзолей Ахмеда Ясави. И, скорее всего, погребенные были ориентированы в сторону Ясави. Получается, это как священное культовое место, на которое они, получается, загробный мир хотели ориентировать. По найденному археологическому материалу, данный комплекс археологи датируют от XIV века, самый ранний период существования, до XIX века, самый поздний период, когда по неизвестным пока причинам он был заброшен. Археологи уверены, что впереди нас ждут новые открытия, которые помогут лучше понять жизнь того времени.
Здесь же решаются и многие задачи прикладного характера. Сейчас мы знаем, огромное множество паломников посещает мавзолей Хаджи Ахмета Исави. Но для части туристов, которые, скажем, интересуются наукой, интересуются археологией, интересуются историей шелкового пути, для них этот регион все еще остается терра инкогнита, таким белым или темным пятном. Вот. И приходя сюда, скажем, в Туркестан приезжая, они все еще до недавнего времени, до сегодняшнего дня не могли для себя ответить на поставленные вопросы. Но вот теперь как раз эта возможность появляется. Приходя на объект, человек может теперь видеть действительно уникальные образчики древней культуры, которые характеризуют этот регион. На международных экспертов произвел впечатление объем проектных работ, проделанных всего за 2 года. Скрытые культурные пласты позволяют оценить масштабы и важность Культубе. Однако самое важное здесь – это регулярная оценка воздействия на наследие, а также последующая грамотная интерпретация объектов. И на сегодняшний день, опять же, хочу сказать и констатирую это, что несмотря на значительный объем и такой, который действительно поражает, координированность действий на национальном и международном уровне, она достигла той точки, которая позволяет нам говорить об успешной реализации этого проекта, объемного проекта. Когда-то здесь кипела жизнь. В текущем полевом сезоне командой археолога Ерлана Казизова в ходе исследований Шахристана, древнего города Яссы-Культубе, в 300 метрах северо-западнее цитадели полностью раскопан так называемый квартал Гончаров. Уникальный объект по найденным артефактам и занимаемой площади, а это более 2000 квадратных метров, на котором расположены производственные помещения с жилыми комнатами и 8 разнокалиберных печей по обжигу керамических изделий и кирпичей. В южной части, как раз мы пришли вот сейчас, получается, одном из комплексов, который здесь расположен, это мастерская по производству керамической посуды. В 5 метрах восточной расположена у нас печь. Печь у нас двухкамерная, круглой формы, загрузочная камера, которая расположена с южной стороны. Буквально в 3 метрах севернее от печи номер 1 у нас расположена печь номер 2. Эту печь относится уже к другому типу. Она прямоугольной формы у нас, также двухкамерная, но с загрузочным отсеком с восточной стороны. Здесь как раз вот производилось обжиг кирпичей жженых. В северо-западной стороне данного комплекса найдены остатки выкладки прямоугольной формы, выложенные из сжженного кирпича фигурной кладкой. На этой площадке, где непосредственно и происходило замешивание глины, располагался резервуар с водой. Тут же расположены 2 печи, сквозные, но с одной загрузочной камерой. Хорошая сохранность архитектурных конструкций квартала Гончаров, площадь раскопанных помещений и количество печей по праву позволяет говорить об уникальности данного объекта. На сегодняшний день известны несколько мест, где были найдены кирпичеобжигательные печи в Казахстане. Это городища Отрар, Сауран, Куйрык-Тобе, Сарайчик и Жаек. К этому списку можно добавить и Культобе, и, как оказалось, что печей в этом месте не 1 и не 2, а 8. Похоже, когда-то здесь располагался целый завод. Конструкция обжигательных печей позволила гончарам Яссы-Культубе достичь высокого совершенства в технике обжига посуды и создать прекрасные керамические изделия, которые способны украсить коллекции любого музея.
Любой нумизматический артефакт является для археологов надежным хронологическим индикатором. По характеру находимых монет можно, например, говорить об относительном уровне торговой активности населения в регионе, связанных с торговыми и финансовыми операциями. Историческая хронология культубинского нумизматического материала зафиксировала эпохи, начиная с легендарного тюргешского каганата и вплоть до середины XX века. По словам кандидата исторических наук, научного консультанта проекта Павла Петрова, к примеру, одна из уникальных находок – медные монеты Амира Тимура конца XIV века номиналом «Фулус Аделя» были биты в основном в Самарканде и несут на себе имя Тимура и помеченные 1383-1384 годами. На каждой из монет четко прочитывается тамга владыки в виде 3 маленьких колец – отличительная особенность от монет более поздних периодов. Было найдено достаточное количество монет, больше 1000, которые позволяют делать некоторые определенные выводы в отношении активности товарно-денежных отношений в разные эпохи существования этого города. Монеты, которые там были найдены в ходе археологических исследований, это кушанские медные и бронзовые монеты. Здесь начинают фиксироваться монеты тюргешей VIII века, саманидов IX-X век. Потом дальше наступает некий провал. В пределах где-то XI-XII века монет мы здесь не видим. Но на одно любопытное явление обратили внимание ученые. Период, когда только что было закончено возведение мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, а монеты тимуридов на этой территории просто-напросто исчезли. Что произошло именно в этом веке и именно на этой территории, непонятно до сих пор. Тогда как рядом, в небольших городищах, этих монет XV века было найдено большое количество. С чем это связано? Для того, чтобы построить такое огромное здание, соответственно, нужна огромная строительная площадка. И совершенно очевидно, что там не должно быть никаких торговых базаров, торговых площадок. Соответственно, мы и монет-то Амира Тимура не видим. Следующим этапом и активное развитие товарно-денежных отношений проявляется в XVI-XVII веках. Период шейбанидского владычества и период формирования казахского ханства. Здесь работает и монетный двор Туркестан, так же, как и монетный двор Саура. В настоящее время специалистами Института культуры завершены работы по полевой консервации археологических памятников городища Культобе, открытых в полевом сезоне 2020 года. Согласно существующим требованиям, раскопанный объект должен быть законсервирован для предотвращения дальнейшего разрушения. После вскапывания и обнаружения архитектурных форм, их обязательно археологи фиксируют, и после этого приступают к реставрации. Реставрацию и консервацию вы видите сейчас у меня за спиной. В 2020 году проведена масштабная работа на участке, вскопанном в прошлом году. Если мы ранее с вами обнаружили археологические участки, то сейчас наша главная задача их сохранить. Для того, чтобы сохранить объект на зимний период или в период осадков и даже от атмосферных воздействий, таких как ветер и солнце, их необходимо консервировать. Мы применяем такой термин, как археологическая консервация. Он предусматривает собой перекрытие всех конструкций, интересующих нас, которые нам ценны, и мы хотим продолжить работать с ними в будущем, каким-либо материалом. В данном случае мы применяем такой материал, как геотекстиль. Согласно существующим требованиям, раскопанный объект должен быть законсервирован для предотвращения дальнейшего разрушения. Консервация предполагает закрытие горизонтальных и вертикальных поверхностей грунтом и дерном. Полевая консервация археологических памятников повсеместно принята в отечественной и мировой археологии. Для сохранения информации о современном рельефе памятников было выполнено трехмерное сканирование поверхности, проведены геоморфологические
почвоведческие анализы. Метод полевой консервации рассчитан на возможность продолжения работ с максимальной оптимизацией затрат труда в следующем полевом сезоне. С этой целью раскопанные участки перед укрытием мешками с грунтом были перекрыты синтетическим материалом геотекстилем. По своим техническим характеристикам геотекстиль обеспечивает разделение слоев раскопанных конструкций и поверхностей с грунтом и допускает проникновение воды, не создавая при этом тепловых и парниковых эффектов. Тем самым обеспечивает консервацию памятника, предохраняя раскопанные участки и конструкции от прорастания травы, а также механического повреждения. Все конструкции, которые более-менее сохранились основательно, мы укрепляем по основанию и по верху мешками с грунтом, для того, чтобы эта конструкция работала более эффективно. Также мешки, которые выложены по основанию стен, они выполняют гидролизационные функции и отводят влагу и снег от углов зданий. После того, как эта методика производится, устраивается серия дренажей вокруг всех объектов и на площадях плоской поверхности, на больших, где может в будущем скапливаться влага от того же самого дождя или снега. Эти дренажи устраиваются в виде вот тех же самых тошнау, для того, чтобы аккумулировать воду и уводить ее. Они будут собирать эту влагу и уводить ее под землю. То есть все это, комплекс мер, позволяет защитить памятник. В данном случае мы планируем открыть их в следующем году для продолжения работ, но эта методика, если ее правильно выполнять, позволяет сохранить памятник на 2-3 года минимум. Проведение комплексных археологических исследований позволило получить материалы для воссоздания облика древнего городища, проектного решения. Благодаря сохранившимся фрагментам была воссоздана планировка жилых домов. Объемно-планировочное решение воссоздано аналоговым методом в виде графической реконструкции. Я представляю научно-исследовательский институт культуры, который сейчас вплотную занимается городищем Культубе, который в последнее время стал весьма знаковым в истории Казахстана, потому что действительно здесь нашли самые древние культурные слои, самые древние памятники на территории Казахстана. И одновременно здесь идет такое наслоение эпох, которое вот примерно за 2000 лет превратило все это городище в разнообразную многослойную структуру, которую я вот с архитектурной точки зрения и с градостроительной точки зрения рассматриваю как один из интереснейших объектов, которые мне довелось встречать. На основании археологических материалов 2019 года можно утвердительно говорить, что в центральной части городища Яссы-Культубе с узкими улочками, образующими жилые кварталы, сформировался тип традиционного среднеазиатского жилища, который состоял из одно-двухэтажных жилых помещений с айванами, суфами, тандырами, хозяйственными постройками. На этой схемке видно, что примерно 9 гектаров от этой территории было археологами за год раскопано, довольно тщательно изучено. Вот один из представителей этой плеяды научных работников, это серии Какалбек, который провел довольно интересную здесь и научную, и творческую работу. На этой территории выявлено примерно, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 групп. 6 основных групп археологических вот этих остатков, которые расположены вокруг центрального холма. Вот с этой цитаделью и храмом первых веков, и даже первого века до нашей эры. Это большое красное пятно в центре, это на самом деле исторический и геометрический центр города Туркестана. И часть этого пятна – наша исследуемая территория. Вот эти красными помеченные памятники архитектуры, в том числе Ахмада Исави. А вот желтеньким выделена исследованная за прошедший год территория, раскопанная тщательно, изученная тщательно.
В основу принципиальных решений проекта научной реставрации и консервации на городище Культубе приняты положения и рекомендации ИКОМОС, Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, и ЮНЕСКО в области сохранения памятников всемирного культурного наследия. Основные критерии положений – это принцип сохранения аутентичности памятника, забота о целостном процессе превращения артефактов в памятники истории и культуры и их сохранности и подчеркнутая демонстрация их подлинности. Мы увидели, что здесь какие-то фундаменты, вот зелененьким показанные, группирующиеся вокруг замкнутого пространства, называемого внутренним двором. Если внимательно изучить, то получается, что это какие-то комнаты, группирующиеся вокруг двора, некоторые открытые, некоторые полуоткрытые, которые постепенно превращаются вот в планировку вот такого дома. То есть вот мы видим как раз двор, айван угловой, мехманхана, спальня, кухня, какие-то хозяйственные жилые помещения и даже лестница на второй этаж. Вот видели, да, из каких-то бесформенных фундаментов появляется что-то уже в форме. И вот постепенно вырисовывается вот такая картина. То есть из фундаментов, которые сохранились буквально на метр, мы постепенно методом научного восстановления превращаем вот в обычный жилой дом. Благодаря сохранившимся фрагментам фундаментов была воссоздана планировка жилых домов, четкая связь между помещениями и их функциональное назначение. Задача на данный момент – сохранить планировку вскрытых жилых домов для будущего использования как туристического объекта. В текущем году начаты работы по консервации и частичной реставрации ключевых объектов. Так, высота сохранного слоя фундаментов в этом месте равна 20 сантиметров от уровня в данный момент грунта. Вот элемент возводимой стены. Он сейчас находится на уровне фундаментов. Мы восстанавливаем фундамент. Стена пойдет выше. Консервационно-реставрационные работы по сохранению памятников сорцовой архитектуры на городище Культубе были проведены на 9 объектах археологического участка номер 1, включая сооружения I-II веков. Ряд строений раннего и позднего средневековья, фрагменты мощенных улочек. В процессе работ восстанавливались отдельные обрушенные участки на руинированных стенах помещений. В их основе лежал принцип – путем незаметного и минимального вмешательства предотвратить разрушение вскрытых участков древней архитектуры, выявить частично утраченную планировочную структуру помещений и восстановить первоначальную толщину стен. Реализация проекта потребовала тщательных научно-исследовательских, инженерно-технических изысканий, разработки проектной и производственной документации. Иногда, наблюдая за рабочими, создается ощущение, что переносишься на много веков назад, когда смотришь, как используют те же инструменты и технологии, что наши предки. Как и в древности, глина замешивается с речной водой ручным способом. Далее, также вручную, густой раствор формуется в деревянную форму, уплотняется и переносится к месту сушки, где под знойным солнцем, периодически переворачивая, кирпич сушится, обретая прочность. Весь технологический процесс производства кирпичей по традиционной технологии налажен непосредственно на объекте. В качестве материала для производства кирпичей реставраторами было решено использовать сауранскую глину, которая отличается особыми качествами и всегда пользовалась огромной популярностью в Средневековье. Не случайно, наверное, легенда гласит, что в свое время по приказу Тимура построили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, простоявшего века, из кирпичей, сырьем для которых служила как раз сауранская глина.
Вот это та самая сауранская глина, которую мы по сей день возим в объект и делаем из нее сырцовый кирпич для поднятия кладки. Мы находимся сейчас на Сауране, в данном карьере. И со слов местных жителей, как они нам говорили, что эти дома, эти мечети местные, они поднимали из сауранской глины. Она от нашего объекта далеко находится. Наняли технику, съездили, загрузили один самосвал, привезли, замесили глину, на целый день ее поставили. На следующее утро мы взяли готовые формы, положили туда глину, поставили сушиться на солнце. Наш кирпич до обеда он у нас высох. Берем кирпич, соответственно, ни трещин нету. При ударе он не трескается у нас. И тем самым, он, со слов жителей, подтвердилось, что сауранская глина, она издревле считалась самой, так скажем, хорошей, устойчивой ко всем погодным условиям. Кирпичная кладка производится на растворе с добавлением рисовой соломы и перетертой известью. Для отделения аутентичного и консервационного слоя, обозначив тем самым границу реставрации и существующей части сооружения, используют специальную прослойку – геотекстиль. Есть сохранный слой, то есть остатки фундаментов, фрагменты стен, которые мы укрываем специальным материалом, геотекстилем, чтобы сохранить его, а поверху наносим жертвенный слой, имитируя строение того периода. Основная задача его – это сохранение существующих оригинальных раскопок. Чтобы сохранить уцелевшие сырцовые кирпичи от разрушения, проводится обмазка поверхности стен глинно-саманной штукатуркой. Все это создает визуальный эффект полного ощущения присутствия, дает общее представление будущим посетителям археологического парка о том, каким был город несколько веков назад. Меня зовут Маметов Тимур Жумабаевич. Здесь я работаю бригадиром у каменщиков. Под моим руководством работает 62 каменщика. Все рабочие, которые здесь трудятся, это мастера своего дела. Я считаю их отличными каменщиками. На данный момент наша работа заключается в том, чтобы возвести фрагмент утраченных строений на раскопках. Это священные места наших предков, которые мы должны знать. Поэтому мы усердно работаем над тем, чтобы наши потомки смогли все это лицезреть и гордиться. Мы сюда пришли не в игры играть. Рабочие все местные и со знанием дела. И строим мы здесь по традиционной технологии, которую использовали в древности. С высоты птичьего полета Культубе выглядит величественно. Грандиозные консервационно-реставрационные работы начались в 2019 году. В будущем тут будет создан археологический парк-музей под открытым небом с воссозданным аутентичным образом древнего величия эпохи Шелкового пути. Целью данного проекта является глубокие научные исследования в области археологии, консервации и реставрации. Но конечной целью является создание археологического парка по международным стандартам, на том уровне посещаемости туристов, как мы это видим за рубежом в ведущих странах мира. Именно аутентичность, именно строгая научная работа, которая сейчас проводится здесь на городище, вызывает интерес у международного туриста. Помимо этого, мы уже сейчас наблюдаем широкий поток внутреннего туризма. Люди, которые посещают мавзолей, они с большим интересом посещают городище Культубе. 2020 год выдался непростым для всех нас. Пандемия нанесла большой урон экономике страны. Многие компании приостановили работу, терпят убытки. Некоторым из них пришлось сократить количество работников либо перевести на удаленный режим работы. Наряду с обеспечением бесперебойной работы на объекте, во главу угла был вынесен самый важный приоритет –
приложить все усилия, чтобы защитить жизнь и здоровье каждого работника. Усилен санитарно-дезинфекционный режим административных, санитарно-бытовых и служебных помещений. Столовая оборудована средствами гигиены и дезинфекции. Проводится ежедневная обработка дезинфицирующими средствами мест общего пользования. По всей территории в местах массового пребывания людей введен масочный режим, выдерживается социальная дистанция, проводится контроль температуры тела работников. Благодаря своевременному применению базового комплекса мероприятий, все работы на археологическом парке городища Культубе не останавливались ни на минуту. В этом году в рамках проектов мы достигли потрясающих результатов, соединив воедино науку и современные технологии, все достижения методологии науки в области сохранения памятников культурного наследия, особенно таких хрупких, как сырцовая архитектура Культубе. И еще один момент, который мне бы хотелось отметить, это о реальной необходимости продолжения работ по проекту, доведения их до логического конца и всегда помнить, что археологический парк – это не только заповедник. Это устойчивый вопрос будущего обслуживания памятника и централизованная концепция управления, которую мы намерены опробировать во время эксплуатации Культубе. Археологических парков в Казахстане единицы. Если мы будем говорить о городах-музеях, то их попросту нет. Культубе – первый и пока единственный город-музей под открытым небом в стране. Его уникальность заключается в большой площади разнообразных и разновременных архитектурных объектов, расположенных на Великом Шелковом пути. Любой турист теперь может спокойно прогуляться по этому городу, родине великого суфистского проповедника, и увидеть объекты, какими они были, то есть не какие-то воссозданные из руин здания и постройки, а именно те самые археологические раскопанные постройки, немного укрепленные и законсервированные. Сегодня сердце Туркестана бьется с новой силой. Город возрождается по-новому. Это настоящий центр, историческая родина казахского народа. Так подчеркнул первый президент Елбасы Нурсултан Назарбаев, посетив центр Улы-Дала-Еле, рассказывающий об истории Великой Степи. На выставке были представлены редкие и интересные артефакты, обнаруженные на городище Культубе в полевом сезоне 2020 года, демонстрирующие его непрерывную историю, начиная с кангюйской эпохи и до начала XX века. Трехгодичный проект «Реставрация исторических объектов городища Культубе» осуществляется при финансовой поддержке корпоративного фонда Eurasian Resources Group, ERG, который выступает основным спонсором проекта. Я думаю, это совершенно новый уровень взаимоотношений большого бизнеса и большой науки, когда не только государство поддерживает науку, но и частный бизнес. И я надеюсь, что это послужит примером для многих компаний, корпораций в будущем продолжать уделять такое внимание науке. Никогда за свою многовековую историю священная для каждого тюрка земля не переживала столь стремительных и кипучих преобразований, как сегодня. Культубе на данный момент важнейшая археологическая площадка в Казахстане. И каждый человек должен прийти сюда, чтобы изучить историю многоликой Великой Степи. История города – это история всего тюркского мира, история казахского народа, который, как и все успешные нации, в стремлении вперед не забывает об истории. И свято чтит ее, понимая, что без прошлого будущее попросту невозможно.